И на что надеялся Рахмон? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему талибский спецназ может спровоцировать в Таджикистане гражданскую войну. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Москва обеспокоена нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях, заявил на брифинге замглавы Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Герман Куликовский рассказал о том, как Республика СНГ может стать первой жертвой Талибана, мечтающегося разобраться с соседями. Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана продолжает обостряться. Талибы отправляют на северную границу свой спецназ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принимает парад у частей и соединений таджикской армии в непосредственной близости от границы с Афганистаном. Если посмотреть на обстановку вокруг Афганистана сейчас, то становится очевидным, что из всех стран региона именно Таджикистан идет на существенное обострение с режимом Талибана. Душанбе не скрывает намерений, если не возглавить, то играть очень существенную роль в антиталибском движении, формальным главой которого является Ахмад Шах Масуд-младший и бывший вице-премьер Афганистана Амрулла Салех. Понятно, что при возможном конфликте между Исламским Эмиратом Афганистана и Таджикистаном у Душанбе не хватит сил для противостояния военной мощи Талибана. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений. Призываем Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации. Армия Таджикистана слаба, плохо обучена, обладает посредственной материально-технической базой. Учитывая крайне сложный рельеф, театр военных действий и боевой опыт талибских формирований и их техническую оснащенность, можно с уверенностью говорить о том, что армия Таджикистана не выдержит массированного удара талибов и очень быстро окатится в центральные районы страны к Душанбе. Как вы относитесь к такому мнению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ко всем этим сложностям необходимо прибавить то, что Талибан будет осуществлять не только внешнюю экспансию, сколько внутреннюю, задействовав многочисленные ячейки своих сторонников в самом Таджикистане и переведя конфликт в фазу гражданской войны. Единственная надежда Таджикистана на успешное отражение внешних атак Талибана – это расквартированная в республике 201-я российская военная база. 201-я база обладает нужными силами и средствами, а в случае необходимости личный состав и боекомплект могут быть пополнены. К тому же в соседнем Кыргызстане находится военная база Кант с расквартированными в ней силами ВКС России. Но одной 201-й базы будет мало. Да, она может отразить удар Талибана, даже учитывая ничтожность собственных сил Таджикистана. Но крайне сложный рельеф превращает Таджикистан в несколько изолированный регион. На этом фоне особо выделяется Горно-Бадахшанская автономная область, которая сейчас является условно подконтрольной официальному Душанбе. Вообще, весь регион Памира, несмотря на принадлежность к разным государствам, имеет плотные этнические и экономические связи. В случае начала войны между Талибаном и Таджикистаном талибы очень быстро смогут взять таджикскую часть Памира, причем практически бескровно. Отбивать Памир у Талибана Таджикистану будет нечем, а учитывая то, сколько сил и средств придется отвлекать на борьбу с внутренними талибами, можно считать, что регион будет потерян для Таджикистана окончательно. 201-я российская база может оказаться в самом центре кровопролитного внутреннего конфликта, и каждое решение на открытие огня может стать участием в гражданской войне, чего Россия хотела бы избежать. Никто не говорит о том, что с Талибаном надо заигрывать и идти на уступки, но исходя из положения вещей необходимо учитывать те факторы, которые сложились в данный момент. Они говорят о том, что единственной возможностью установить атакующие порядки Талибана является 201-я российская военная база, но даже она не сможет полностью защитить всю территорию Таджикистана, по крайней мере теми силами, которые имеются у нее сейчас, а гражданская война, от последствий которой Таджикистан не отошел до сих пор, может вспыхнуть с новой силой. Как вы относитесь к такому мнению и к таким прогнозам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!